Около 700 звонков поступило в эфир национального радио 88,8 FM только за минувшие 2 дня. Дозвонившиеся передавали приветы своим родственникам и друзьям, делились впечатлениями от праздника, обменивались меню и даже давали советы, как провести с большей пользой эти выходные. Зарина Могушкова расскажет подробнее. Алло, национальное радио. Радио не прекращает свою работу, несмотря ни на что. Здесь продолжают принимать звонки от своих слушателей даже в праздничные дни. Конечно, радиоведущим хотелось бы быть по ту сторону радиоприемника, как и все, встречать гостей и поздравлять родственников. Однако большое количество звонков, поступающих в эфир, создают ощущение у ведущих, что они отмечают праздники не в узком кругу семьи, а с целой республикой. Работаем мы с раннего утра до самого вечера, до 6 часов как минимум. Устаем, как уже отметила моя коллега, но все-таки, я думаю, справляемся. И каждый звонок нам приносит радость, нам приносит позитивный настрой, потому что люди, жители нашей республики, радуются этому празднику, и мы не можем не радоваться вместе с ними. Позвонив в эфир, радиослушатели рассказывают о том, как проводят праздничные дни и о том, какие национальные блюда готовили для стола и, конечно же, передают привет и поздравляют своих близких и друзей. Кроме того, посредством радио водители информируют о том, что происходит на дорогах. Впрочем, звонки поступают не только из ингушских сел и городов, но и других регионов России. Республики Адыгея. Очень приятно. Хотел поздравить весь ингушский народ и главу республики Ингушетия с вашим замечательным праздником. Пожелать вам счастья, добра, процветания. Были звонки с Ярославля, были звонки с Москвы, были звонки с Кабардино-Балкарии. Очень много приезжих. Это тоже радует, когда гости хотят выйти в эфир и поговорить с нами, и передать всем ингушам привет. Ну а на протяжении всех 3 дней в гостях у радио будут эстрадные артисты, представители различных профессий, которые через радиоприемник обратятся ко всему народу. В свою очередь, радиослушатели смогут позвонить и пообщаться с ними во время эфира. Зарина Могушкова, Михаил Тангиев, Новости 24.